Конституция – главный закон страны. Статья 19 Конституции Абхазии гласит: каждый человек имеет право на жилище, экономическую свободу и свободу труда, образование и отдых, а теперь самое главное – медицинское обслуживание и социальное обеспечение. В программе «Пациент» сегодня мы будем говорить о медицинском обслуживании, а точнее о платных услугах в государственных медицинских учреждениях. Что это в Конституции записано, не совсем так. Там написано право на образование, на отдых, на лечение, на здравоохранение и так далее, право граждан. Но при этом мы должны учитывать, что это государственная услуга. В законе Республики Абхазия о здравоохранении предусматривается, есть статьи, где Кабинет министров может разработать перечень платных медицинских услуг, и парламент должен будет утвердить этот перечень платных медицинских услуг. Что значит гарантированный объем медицинской помощи? Статья 27, глава 4. Что подразумевает, во-первых? Гарантированный объем прав – это то, что государство однозначно безвозмездно оказывает гражданам. То есть мы говорим о скорой, о неотложной, об экстренной помощи. Очень часто бывает, что граждане думают, что если они продолжают пребывать в учреждении, перетекают из состояния требования к себе неотложной помощи, если они перетекают уже в плановый, когда у них небольшой реабилитационный период, они воспринимают его тоже как экстренную. Не всегда это правда. То есть если мы говорим об экстренной, это помощь, которую необходимо оказать для поддержания жизнедеятельности. А если, например, у меня камни в почках, да? Камни в почках. Я могу жить дальше, но мне неприятно, мне больно, есть какие-то симптомы. Если есть, здесь тоже нужно немножечко различать. Если у вас болевой симптом, то вы считаетесь как экстренный пациент. А если вы говорите о том, что вот вы где-то понаблюдали, где-то задиагностировали вам камни в почках, это не всегда означает, что, во-первых, это не всегда жизнеугрожающе, это не всегда сопряжено с болевыми симптомами, да, то есть у вас может вообще не быть болевого синдрома. Это может быть песок, это может быть небольшие, то есть все зависит от каждой конкретной ситуации. Что мы говорим, когда мы подразумеваем под экстренной, это когда пациента привезли для оказания здесь и сейчас помощи. Закон, когда говорит о том, что подразумевается под гарантированным объемом прав, он отсылает нас к перечню услуг, которые являются гарантированным объемом прав и которые являются платными услугами. Почему? Потому что нужно... А есть отдельное постановление? Просто в самом законе такой конкретики нет. Такой конкретики в законе, конечно же, нет. Закон отсылает в определенных случаях, то есть если мы говорим о гарантированном объеме прав, он отсылает к решению Кабинета министров. Если мы говорим о платных услугах, также к Кабинету министров по перечню, а по прейскуранту отсылает к нам, то есть к центральному органу госуправления. Надо там прописать то, о чем мы говорим, механизм распределения как раз тех финансовых ресурсов, которые возможно заработать путем введения платной системы лечения, здравоохранения, если там только эту сферу. Но если вы скажете другие отрасли, также нужно проработать и про образование, и про науку, и про культуру. Везде надо аналогичные решения принять, потому что мы не можем без решения, комплексного решения проблем сегодня выделят одну проблему, а завтра будет другая часть граждан будет недовольна, третья часть. Эта проблема надо комплексно рассматривать. Просто сегодня это не самый острый момент, хотя данные работы, они проводились, они длительное время над этими актами работало и министерство, и Кабинет министров, то есть сообща. И на сегодняшний день есть некий проект, который ввиду с сегодняшними обстоятельствами он немножечко отложен, потому что сегодня нет, может быть, потребность, конечно же, в определенном смысле и сохраняется, но сегодня не так остро стоит вопрос о платных услугах, как вопрос о неотложной помощи, которую необходимо оказать пациентам в условиях пандемии, с которой мы сегодня столкнулись. Поэтому у нас сегодня ненадолго, то есть отложен данный документ для того, чтобы здесь и сейчас мы над ним, конечно же, не ведем работу.
Всегда в каждом государстве есть система здравоохранения, подразделяющая на частный сектор и государственный сектор. И это очень правильно. Государственный сектор должен обеспечивать вообще помощь пациентам малоимущим или людям, которые вот не в состоянии оплатить, да, такие анализы, как тот же коронавирус сегодня. И мы пришли как альтернатива государственному. Сказать, что государство сегодня не выполняет свои обязанности, неправда. Если, допустим, я как пациент внебольничный сегодня заболею коронавирусом и пойду покупать лекарства, сдавать анализы, делать рентген за свой счет, эта сумма выльется не меньше 30 тысяч рублей. За государство, за каждого пациента, который сегодня лежит в госпитале, в инфекционной больнице, оплачивает эти деньги. То есть пациенту не приходится и рубль оплачивать. Поэтому я считаю, что вектор, который выбрало государство на сегодняшний день, достаточно правильный. А мы вспомогательная оболочка, которая вот помогает людям, которые имеют возможность просто прийти и разгрузить государственный сектор. Государство в силу своей бюджетности, вы же понимаете, что это целая страна, они не всегда имеют ресурсы обеспечить пациентов всем. Есть такие анализы, которые государство не в силах выполнять, это генетические тесты, которые, к сожалению, отправляются только на территорию России, а то и за рубеж, в Германию, в Израиль. На помощь приходим мы, такая частная лаборатория, где пациент может прийти и сдать такие единичные интересные анализы. Дорогие анализы, дорого обходится А обследование. я туда еще не ходил, не знаю. Слава богу. Дай бог, чтобы не пришлось. Ну, не то, что сталкивалась. По-моему, по-другому и не бывает. Ну, анализы вроде как это официально. Ну, и к врачу тоже. Особенно если это операции, там что-то глобальное, тогда вообще. Безусловно, далеко не всем это посильно. Вы сталкивались с этим? Вот больницы в наших Я больницах? сама медработник с больницы, так что лучше не надо. Платим за что? Анализы, лекарства. Да. Ну, я считаю, что непосильно дорого все. Слухи ходят, то берут, то не берут, то правда, то неправда. Я редко обращаюсь, лично не сталкивалась. Дай бог, чтобы... Хупа, больница, это ясное дело, вынос. Отсгидза дзом, что есть платные, есть неплатные. Эхутаху, шутаху, бесплатная медицина, дергихаться. Не для всех это доступно. Это даже... Если мне приходится, я как-то решаю эти вопросы. Будем так говорить, я пенсионерка, мне есть кому помочь. Ладно. Можно вас побеспокоить? Часто ли приходится платить за анализы, за обследование? Я на учете стою в поликлинике, нет. Я сахарный диабет, но я не плачу, честно сказать. Люблю эти вещи, извините. Опрос – один из самых сложных жанров в журналистике. Таким образом, мы, журналисты, пытаемся выяснить общественное мнение, но, как вы видите, не все охотно идут на контакт, особенно когда слышат тему опроса. Это говорит о том, что люди не готовы открыто говорить о проблеме. Это застарелая проблема. У нас проблем нерешенных вообще в стране очень много, но одной из них является проблема платного и бесплатного здравоохранения. Еще будучи, когда депутатом второго парламента, это конец 90-х годов, 2000-х, начало 2000-х годов, у нас было в парламенте заседание, большое заслушание было министра, тогда был, кстати, Аполлон Гургуля, министром здравоохранения, он выступал, комиссия серьезно по социальной политике поработала. В тот период тоже также стоял, как пойти, по какому пути в области реформы здравоохранения, часть платной, часть бесплатной, но, к сожалению, из года в год эта проблема возникает, но решение так и не найден. Я, как тоже гражданин, который пользуется услугами медицинского характера, каждый из вас, из нас, с этим всегда иногда бывают случаи, когда мы хотим заплатить, но не знаем сколько, а самим докторам, нашим врачам иногда тоже неудобно становится. Вот это все проблемы наши местные, вот надо это снять, потому что мы должны
законодательную основу придать. Другого выхода я просто не вижу. И вот насчет законности, как раз здесь законодательной основы нету. Это может быть происходит по устному распоряжению, может быть, но это не является законодательной основой. Должна быть законодательная база, которая позволяет обязательно вести учет платных услуг, учет так называемых бесплатных услуг. Бесплатная часть будет дофинансировать государство из местного бюджета или республиканского бюджета или из других фондов. У нас фонды тоже имеются по области медицины, там медицинского страхования и так далее, и так далее. То есть источники надо тоже предусмотреть и все просчитать необходимо. Во всем мире медицина, она очень дорогостоящая, затратная. Это и лабораторные исследования, дополнительные исследования, медикаменты. Государство на самом деле несет колоссальные траты. И для такого государства, как Абхазия, где у нас пополнение бюджета не совсем на должном уровне. Вопрос, наверное, это все-таки будущего. В данный момент сложно сказать. Государство сегодня, к сожалению, не может обеспечить себя такой дорогостоящей аппаратурой, потому что есть немного другие низы, которые нужно перекрывать. И это не так легко, как кажется с первого взгляда, и не так легко держать частный сектор. Бывает, что мы в минус работаем. А вот то, что у вас четко установлены тарифы, люди приходят, клиенты ваши, и им не надо переживать за то, вот сколько... Да, очень четко все расставлено. То есть тарифные планы, конечно, выставляет нам Москва, так как мы являемся официальной франшизой, мы не можем делать ниже, выше, то есть как мы захотим. Единственное, что моя просьба была при открытии, то, что цены будут намного дешевле, чем в России. Что думают в Министерстве здравоохранения о платных услугах в государственных медицинских учреждениях? Знают ли они о таких фактах? Обращаются ли к ним граждане с жалобами? И что предпринимает Министерство здравоохранения, чтобы с этим бороться? В медицинских учреждениях государственных оказываются платные услуги или нет? У вас есть какая-то информация? Если мы говорим об официальной стороне дела, то, конечно же, нет. Это незаконно, если они где-то даже существуют в государственной системе здравоохранения. Но тем не менее, нет неужели жалоб от людей, что людям приходится заплатить в государственных учреждениях? Я не буду врать и не буду, конечно, вводить в заблуждение наших зрителей и говорить, что такого не бывает, что жалоб от граждан не поступает. Но чаще всего это такие жалобы, которые люди высказали, граждане высказали, и более за этими жалобами стоять не хотят. А ваша точка зрения, почему все-таки? Мне хочется понять и сторону врачей, и сторону людей, которые жалуются на то, что да, я пришел в больницу и ушел без денег, и дальше я не знаю, на что мне купить лекарства. Такие тоже люди находятся, да, и их таких много. Людей много, и поверьте мне, такие люди находятся и на нашем пути. Потому что есть очень много нюансов, которые ты пытаешься объяснить, но почему-то они это не понимают. И еще раз говорю, я знаю с уверенностью, что государство дает безвозмездно очень много, но этого не хватает, потому что слишком большой объем пациентов потока сейчас в госструктурах. Но когда до такого разбирательства доходит дело, мы сталкиваемся с тем, что граждане начинают противоречить тем жалобам, которые они изначально высказали. И получается такая вот двусмысленная ситуация, при которой Министерство здравоохранения преследует определенного, может быть, своего коллегу. И получается, что развитие не получается. Действия Минздрава, они как преследовательские в отношении, конечно, расцениваются в отношении любого из своих коллег. Поэтому, если нет жалобы в письменном виде, если она ничем не подкреплена, если граждане в последующем будут отказываться от своих слов, конечно же, Минздраву очень сложно реагировать в таких условиях. Вы говорите, что это расценивается как преследование, но вся ответственность в итоге не конкретно может быть на врача, а со стороны общества в целом ложится на Минздрав. Конечно. Это имидж, это репутация Министерства здравоохранения. Безусловно. Министерство здравоохранения не отказывается от такого рода ответственности. Другое дело, что Минздрав не карательный орган. Есть соответствующие структуры, которые разбираются. А может быть, и гражданин преувеличил свои права, может быть, действительно учреждение пренебрегло правами или своими собственными обязанностями. Разное бывает. Поэтому Минздрав тоже в этой ситуации, мы не карательный орган.
Если имеет место быть какое-либо из правонарушений, мы обращаемся, мы собираем достаточную документацию, проводим проверки. Почему важно, чтобы граждане стояли за своими жалобами? Почему мы об этом так много говорим? Потому что в случае, если Минздрав реагирует, он самостоятельно покарать никого не может. Чтобы система здравоохранения работала сама на себя, ей нужно немножко самому углубиться в частный сектор. В любом случае, внутри. Конечно, без этого они не выживут. Без этого поэтому происходит такая тенденция, что люди были бы привыкшие, они все равно дают деньги. Они все равно идут и кладут деньги. Не потому, что их просят об этом госструктуры, а потому что они просто благодарят. Так пусть лучше это будет фиксировано, и человек будет знать, может себе сегодня позволить или нет, а тяжелым людям государство все равно поможет. Мы должны в первую очередь предусмотреть, и государству в первую очередь, источники финансирования всех необходимых расходов. Вот здесь о платной медицине, если мы говорим, один источник мы находим, но при этом мы должны тоже подумать, каким образом граждане, которые не работают, которые малообеспеченные, будут оплачивать. Поэтому ставки по услугам медицинского характера должны быть, они оптимальными и минимальными. Надо добавить оптимально, это когда покрывают расходы все необходимые. Но сегодня в силу нашей малообеспеченности финансовых ресурсов вряд ли государство пойдет на такие условия, потому что масса граждан попадет под как раз граждан, которые не платежеспособны. Если мы смогли бы организовать в наших условиях так называемый медицинский туризм, да, чтобы к нам приезжали из-за границы, не только чтобы мы обеспечивали, да, наших граждан качественной медициной, но чтобы мы могли эти услуги оказывать и приезжающим в Республику Абхазия, да, туристам. Может быть, люди приезжали бы на определенных специалистов, если были бы созданы соответствующие условия, получали бы качественную медицину, и за счет этого, за счет этих пополнений извне мы смогли бы предоставлять бесплатную уже медицину уже нашим гражданам непосредственно. Но это такой вопрос, я считаю, что его нужно в разных кругах, да, обсуждать, и это должны быть не только медики. Бесплатной медицины не существует. За нее платит либо государство, либо частично сами граждане. Для начала возьмем США. Там на самом деле все очень сурово. Любой поход к врачу стоит серьезных денег. Поэтому, чтобы получать нормальное качественное обслуживание, на постоянной основе у гражданина должна быть медицинская страховка. А стоит она немало. В Канаде действует система медицинского страхования всех граждан, которая оплачивает посещение любого специалиста, госпитализацию, лекарства по рецепту и необходимые процедуры. Такая же система действует во Франции, только там ОМС большинству граждан покрывает 75% затрат на медицину. 100% оплачиваются только малообеспеченным и инвалидам. В Бельгии страховка платная, покрывает она почти 90% затрат на врачей и лекарства по рецепту. Почти полностью покрывает все затраты на медицину, включая операции, система медицинского страхования Швеции и Италии. Из других стран, где ОМС покрывает большую часть расходов граждан на медобслуживание, можно отметить Швейцарию, Испанию, Японию, Южную Корею. Система ОМС действует и в России. Это все дорого, да. Система, все, что, если вы хотите делать как нужно, надо вкладываться и не думать о деньгах. Все отбивается, но в медицине система отбивания она достаточно большая. Она не менее 2, 3, 4 лет. Это небольшой срок, Это небольшой срок, если двигаться в правильном направлении. Но если экономить на том, что мы можем предложить, то и того не отобьете. Пациенту нравится сервис. На сегодня время пришло к тому, что мы все ждем и хотим, чтобы это было чисто, это было красиво. Но в любом случае это хорошо, что есть конкуренция. Она всегда конкуренция, она должна быть, она обязательно во всех сферах. Без конкуренции не будет роста, профессионального роста. Как осуществляется со стороны государства контроль?
Ну, это неправильно априори, потому что, давая лицензию, ее нужно все равно контролировать. Нельзя на самотек пускать ни одну частную, не то что лабораторию, ни клинику, ни одно учреждение, даже самое маленькое. Это очень важно, потому что, и, как правило, Минздрав это осуществляет. В год раз, полгода раз приходят две организации. Это с Минздрава по 6 человек и санэпидемстанции, которые тоже делают контроль качества и смотрят, все ли правильно у нас в плане эпидобстановки тоже. Я не могу сейчас сказать относительно страховой медицины, потому что закон о медицинском страховании в Республике Абхазия до сих пор не принят. Я знаю, что в парламенте Республики Абхазия были рабочие группы, которые занимались разработкой данного законопроекта. Но, насколько мне известно, он не доведен до первого чтения, то есть он не принят. И поэтому говорить о страховой медицине на сегодняшний день законных оснований у нас, может быть, и нет. В других отраслях, как и образование, и культура, и наука, у всех средняя месячная зарплата она не превышает 15, максимум до 17, если доходит, это спасибо, мы говорим. Но у нас стоит задача все-таки с будущего года о работниках бюджетной сферы, о их постепенном, поэтапном доведении среднемесячной зарплаты с средним уровнем заработной платы аналогичных работников до Южного федерального округа. Это вытекает из договора о союзничестве и стратегическом партнерстве, статья 3, это прямо сказано. Там о создании экономического пространства, социального пространства, доведение до социальных стандартов. Но вот это тоже, я думаю, шаг за шагом будет, я все-таки думаю. Если мы возвращаемся к тому, что повышение заработных плат, какой-то баланс между категории, которой необходимо обеспечение за бесплатные, категории, которая может позволить себе платные услуги, потому что такое одно из оснований, конечно же, будет и такое тоже. То есть уязвимые слои населения, они обязательно будут отражены в гарантированном объеме. Мы просто рассчитываем, что когда уже будет перечень платных и перечень бесплатных, будет некий баланс. Государство со своей стороны оказывает помощь нашему ведомству путем утверждения программ. Плюс платные услуги, плата за эти услуги, они ведь не будут куда-то испаряться, они будут соблюдать баланс между теми, кто оплатил, и теми, кого оплатили, образно говоря. То есть у нас увеличится, увеличится фонд, фармфонд, да, то есть лекарственное обеспечение, увеличатся какие-то дополнительные, может быть, еще дополнительное оборудование. То есть эти средства будут потрачены исключительно на нужды здравоохранения. Я считаю в любом случае, что любая большое госучреждение, большая структура, да, она должна иметь и экономический сектор внутри, больницы тоже, потому что не может больница существовать на бесплатной основе. Но это мое видение. Немножко нужно распределить обязанности и сделать какой-то экономическую дельту, чтобы пациент четко знал, когда он придет, что он может оплатить, а что он не может оплатить. И нам, наверное, надо приходить к такой системе ОМС, которая достаточно распространена в России, и обслуживать всех наших пациентов, малоимущих, менее имущих. Борьба с коррупцией должна вестись не только с низов, ответственность должны нести и должностные лица, способствующие ее проявлению. При этом только давлением сложно решить вопрос. Повышение жизненного уровня работников здравоохранения, оплаты их труда – важный фактор. Есть ли смысл внедрять на официальном уровне частично платные услуги? Изменит ли это ситуацию? Будет ли от этого больше пользы, нежели вреда населению? Тема дискуссионная.